Солидарность продолжает оказывать помощь семьям, которые остро нуждаются в улучшении жилищных условий. На средства, собранные от работающего населения, удалось построить нескольким семьям щитовые дома. Ну а некоторым помочь со строительными материалами. Светлана Томова расскажет подробнее. Семья Дзауровых с 4 малолетними детьми уже много лет проживала в съемных квартирах, меняя их одну за другой. То хозяева завышали цену, то просто просили освободить. Муж Луизы Дзауровой работает водителем в частной организации, но его зарплаты едва хватает на еду и съем жилья. От отчаяния хозяйка семейства обратилась за помощью в фонд «Солидарность». После того, как комиссия фонда осмотрела их жилье, было принято решение помочь этой семье незамедлительно. Буквально за несколько недель для них возвели щитовой домик из 3 комнат на участке, подаренном свекровью. Сегодня Луиза Дзаурова не может нарадоваться новому жилью, о котором она еще недавно и мечтать не могла. А в сельском поселении Майское фонд «Солидарность» помог малоимущей семье строительными материалами, благодаря которым семье Богатыревых уже подвели под крышу новый дом общей площадью 70 квадратных метров. А ведь раньше они ютились в 2 комнатках щитового домика. В семье 9 человек, и Рукет Богатырева признается, своими силами они этот дом никогда бы не смогли построить. Но год ожидания в очереди у фонда «Солидарность» не пропал зря. Строительный материалер. Нахик да энт, ха энт. Шажди могу ног устудят. Сун жавуктас благодаряч. Мас комнате Е комнате, шеспани, цазали, за кухни. Да, я салчвалюс. А помогать Богатыревым в строительстве этого дома пришли, как говорится, всем селом. Многие их соседи захотели внести свою лепту в это богоугодное дело. Естественно, абсолютно бесплатно. Объявление наш имам сделал в мечети. Тот, кто хочет принять участие в строительстве дома, помочь нуждающимся, имеет возможность, чтобы пришли, помогли по этому адресу. Ну, люди хорошо отозвались, молодежь хорошо отозвалась, пришли все, поработали, помогли. Это мы в течение 3-4 дней это все мы сделали. Сейчас мы ждем, пока это все подсохнет, и второй поезд будем пускать потом. Ну, активное участие приняли. Молодежь очень сильно приняла участие. Сегодня на учете у фонда «Солидарность» состоит свыше 1300 семей, но в первую очередь помощь оказывают тем, кто в ней остро нуждается. Критерии, если нет кормильца в семье, есть только женщины. Если дом ветхое жилье, вот щитовой дом. Щитовой дом, как мы знаем, непригоден для долгого проживания, лет 5-10 максимум будет стоять. Поэтому, если экстренный случай бывает, мы ставим этот щитовой дом. А если нет такого случая, если есть свой участок, как мы сказали, вот стараемся строить дом, построить из блока полноценный дом, чтобы долговечно жили в этом доме. Очень часто, признается исполнительный директор фонда, за помощью к ним приходят люди, которым она вовсе и не нужна. Таких в фонде, естественно, отсеивают, но это занимает много драгоценного времени, которое можно было бы потратить на тех, кто действительно в этом нуждается. Светлана Томова, Гапурчах, Киев. Новости 24.